Время покоя и радостного ожидания. Во всех храмах страны проходят литургии. Светлое Христово воскресенье отмечается православной церковью как самый важный, значимый праздник. Это день, когда человечеству была дарована надежда на спасение. Слава тебе, новотворивший земные, создателю пестен быв, воплощеницы гроб, являй в тебе слове таинства. Статус Пасхи отражают слова праздников праздники, торжество из торжеств. В храме Покрова Пресвятой Богородицы Новосинайского мужского монастыря многолюдно. На пасхальную службу пришли десятки верующих. С этим важным для всех событием поздравить православных жителей региона приехал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Уважаемые жители республики, решите от имени главы республики Ингушетия Климата Махмуда Римат-Шариповича поздравить вас с этим праздником Светлой Пасхи. Он очень уделяет внимание тому, что у нас есть наша церковь, наше христианство, что мы тоже здесь присутствуем на этой земле, несем эту веру. И сегодня, вот в этот светлый день, решите пожелать всем счастья, добра, мира в ваших семьях. И как сегодня стало правильно говорить, мир над нашим небом, миром над нашей головой. Потому что, вы знаете, идет специальная военная операция, и наши ребята защищают Родину. И я думаю, что все это скоро закончится, и у нас опять восстановится мир. Мира, счастья, любви, с праздником. Вас благодарим, Владимир Владимирович, в вашем лице главу нашей республики Махмуда Алимата Шариповича. Знаем его заботу, да, знаем всегда, что он и заботится, переживает и о православных жителях республики, и о храме, и о монастыре, который единственный монастырь среди трех республик: Дагестана, Чеченской республики, Ингушетии, единственный мужской монастырь. Поэтому мы просим вас передать слова благодарности и от владыки Варлаама, и от насельников обители, и от прихожан святаго сего храма, и передать ему, что на каждом богослужении возносится молитва, как я уже говорил, и о властях, и о воинстве, как вы правильно заметили и отметили, мудро, которому очень нужна наша поддержка. Очень нужна наша поддержка, наши молитвы, но не для того, чтобы крушить, вершить судьбы мира, для того, чтобы воцарился мир. Пасха знаменует окончание 40-дневного поста. В канун воскресенья пекут традиционные явства, освящают их в церквях. Сегодня принято ставить перед собой благие задачи: отдать долг, примириться с тем, с кем в ссоре, и даже просто позвонить родственнику или помочь по дому. Хочу поздравить всех православных наших самобратьев и сестр с праздником, с святым, хорошим таким Пасхой. Желаю всем здоровья, самое наилучшее, благ всех, чтобы было у всех хорошо, самое главное, всех здоровья и мир на земле, чтобы было. Мне хотелось бы поздравить всех христиан с этим великим праздником, здоровья пожелать, счастья и благополучия, и чтобы все мы дожили до следующего праздника. И также, заодно, пользуясь моментом, хочу поздравить и мусульман с наступающим праздником Марковолка. Здоровья, счастья и благополучия. Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье. Она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн светлому Христову воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Этот праздник, он важен, потому что свидетельствует о любви Божией, свидетельствует о реальности заботы Бога и присутствия Бога в жизни каждого верующего человека. Поэтому и люди, приходя в храм, приходя на пасхальное богослужение, возносят молитвы благодарности Богу Отцу за то, что Он явил свою любовь осязаемо. И к этой любви может прикоснуться, соединиться и почувствовать эту любовь каждый человек, любовь Божию в своей жизни.
Вот поэтому этот праздник – свидетельство о божественной любви в нашей жизни. На третий день после своих страданий и смерти Иисус Христос силою своего божества воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камни, не нарушив печати, невидимые для стражи. А когда женщины во главе с Марией Магдалиной пришли омыть его мертвое тело, ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Под колокольные перезвоны верующие совершают крестный ход вокруг храма. Они выражают торжество креста Христова, величественно носимого, окруженного сонмом верных, которые следуют за ним, как воины за знаменем. Крестный ход идет под предводительством святых, иконы которых несут впереди всех. Пасха всегда была праздником, особенно торжественным и семейным. Отмечали ее в основном в кругу родных людей. Положено было посещать и далеких членов семьи. В жилищах зажигали абсолютно все светильники и источники света, а в Божьих храмах в процессе всей литургии пламенели абсолютно все лампады и свечи. Торжественная литургия длится всю ночь. После завершения ее, находящиеся в храме, христосовались, поздравляли друг друга. Далее служители храмов приступят к освящению принесенных прихожанами яиц и куличей. Православные будут обмениваться главными символами Пасхи и поздравлять друг друга. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Новости 24.